повышения доступности изучения татарского языка в городах Башкортостана необходимо совершенствовать инфраструктуру. Об этом заявили в Совете национально-культурной автономии Татар-Республики. Здесь состоялось заседание. Обсудим главные решения прямо сейчас. Сегодня вместе с нами Рима Утяшева, депутат Государственного собрания и председатель Совета национально-культурной автономии Татар-Республики. Рима Амировна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли к нам на программу. Итак, главные решения, какие были приняты, что еще обсуждалось? В феврале состоялась отчетно-выборная конференция нашей региональной общественной организации национально-культурной автономии Татар Республики Башкортостан. Выбрали мы совет, новый исполком. У нас сейчас есть исполнительный директор Альбина Габитовна Халиуллина. И вот меня опять избрали председателем совета. Сейчас 4 заместителя у меня, и все мужчины, и профессора, и учителя. Но первым заместителем избран профессор Габидуллин, директор театра «Нур», зав. Кафедры татарского языка Святош Насипов, профессор, доктор наук, главный редактор Золтан Камиль Фасхетдинов и директор татарской гимназии нашей, вот как раз Равиль Рифкатович Идрисов. И вот как раз об этом мы говорим, что люди могут сказать, а что в деревнях уже все. Знаете, в селах татарский язык, там школы, достаточно школ, учителей. Вот с учетом урбанизации в городах недостаточно уже люди хотят изучать родной язык, не только и татары, и башкиры, и другие. Но школы устарели, и вот у нас 2 крупные татарские гимназии, одна из них в Октябрьском районе в Степайлово, 84-я, и там действительно недостаточно места, и директора ежегодно так штрафуют за то, что людей мест не хватает. И вот мы, обсудив все, ввели в решение нашей конференции, потому что построить школу, даже пристроить, это дело затратное, это должно быть зайти, это решение в РАИП, бюджетную сумму. Мы обсудили это и с главой Октябрьского района, и с Сергеем Николаевичем, и, конечно, Министерством образования, Вакил Хажин, и все поддержали. И мы внесли, мы надеемся, что если в 2022 году начнут это делать, может быть, в ближайшее, хотя бы она должна быть, как в нашем понимании, это для начальной школы, чтобы дети в начальной школе учились в отдельном здании. И это у них отдельная программа. Но ремонт 65-й гимназии татарской, уж мы не внесли, это, так скажем, обыденное дело. Я думаю, и Орджоникидский район, и Уфа найдут сумму, чтобы провести ремонт для школ, тем более это указано, чтобы наши школы были идеальны. Это и послание президента России. У нас глава республики Райфач требует, чтобы школы были хорошие, чистые, отремонтированные. И что касается еще одного вопроса, у нас, как вы знаете, благодаря поддержке Радифа Хабирова, главы республики, в Нефтекамске открыта полилингвальная школа, еще одна, и с углубленным изучением татарского языка. И вот мы тоже внесли в решение, кафедра татарского языка Богопо имени Акмуллы будет как-то шествовать, курировать вот эту школу. Это тоже очень знаменательное событие. Мы думаем, это хорошо, что вот школа, вуз, это необходимость такая. Вот такие глобальные решения мы внесли, и для нас это важно. Я думаю, что на ближайшие 5 лет работы хватит, там уже остальные и наши гранты, и проведение, поддержка районов. У нас в 49 районах есть наши автономии, местные автономии. Наши проекты многим известны. Вот как раз мы в эти дни апреля, это месяц Тукая, 135 лет со дня рождения. Это мы сейчас отдельно обязательно обсудим. Вот так наши проекты. Рима Амировна, хотела уточнить еще. Вот сейчас горячая пора для родителей, у кого в 1 класс пойдут дети. Им в том числе предстоит выбирать родной язык, который будет изучаться, да, дополнительно. Вот как вы оцениваете, как идет изучение татарского языка в школах Башкортостана? Вот что здесь вы можете сказать? Я всегда говорю, что если человек хочет, вот, чтобы он был таким образованным, он должен знать свой родной язык. Татарский, башкирский, чувашский, мари, мордва, удмурт. И русский тоже, русские должны хорошо знать свой родной язык. Поэтому сейчас мы видим желание людей, детей учить родной язык хотя бы в начальной школе. Я вот всегда говорю, детский сад дошкольный, если начальные школы дадут нормальные знания на родном языке, дальше дети уже будут выбирать. Они могут как факультатив, как родной язык, так, тем более сегодня у нас в республике государственный язык башкирский, и он очень сходный нам и
изучая башкирский язык в школе, дома разговаривая на родном татарском, время от времени, я уж не говорю, что каждый так, но все равно они, дети, слышат, им легче и учить и башкирский, и сохранять татарский язык. И в этом аспекте, зная, нация сохраняется тогда, когда есть язык, сохраняется язык. Поэтому и для нас язык Тукая, Габдулла Тукая очень дорог, это наш родной татарский язык, и мы говорим, что мы начинаем говорить и тугантель, и матуртель, о родной язык певучий, отца, матери язык. Очень красивые слова. Давайте перейдем к конкурсу, который к 135-летию Габдуллы Тукая вот как раз состоялся в театре НУР. Участвовали дети. Как все прошло и как вы оцениваете в этом году подготовку? Это 9-й раз проводим. У нас, у нашей организации, согласно закону мы работаем, 175-го указа федерального, и язык традиции, культуры – это основа, по которым вот, что мы сохраняем в нашей организации. И язык – это для нас наши мероприятия. Вот Тукаевские мелодии, Тукай Магнаре мы проводим ежегодно. Это фестиваль, такой, фестиваль стихов для детей школьного возраста. Участвуют, ну, даже маленькие, от первоклашки и до 11 классов. Более 800 учеников говорили, читали стихи Тукая на русском, на башкирском, татарском, чуваш, мари, мордва, удмурт. И на немецком читали. До этого были итальянском, я уже слышала. По-моему, на китайском начинают. Вообще ведь, как известно, язык стихи Тукая переведены на 170 языков мира. Поэтому это легко найти и читать. Буквально 2 года назад выиграла ученица на армянском языке, читала стихи Тукая. Это настолько красиво. И дети учат этот, во-первых, наш поддерживается Министерством образования, министром, и Богопой имени Акмуллы, Дом дружбы, Министерство культуры, все вместе мы работаем, и дети с удовольствием участвуют. Сейчас уже театр НУР, около памятника Тукаю и стихи читали, и такое было представление красивое, погода позволяла. А уж потом мы раздавали подарки, и это у нас вот так 9-й раз, вот на будущий у нас вот 10-й, юбилейный. Мы хотим подать на грант федеральный президент России «Тукаевские мелодии», который объединяет такой межнациональный мир. И это очень важно. Вот как раз, когда во время пандемии дети занимались онлайн, стихи на языках учить, это очень прекрасно. Еще у нас для детей еще один есть проект «Пушкин, Тукай и Карим». Это дети читают, это конкурс рисунков, читая произведения так великих Пушкина, Мустая Карима, Габдуллы Тукая, Александра Сергеевича Пушкина. Дети рисуют пока, не пишут картины, рисуют. И так здорово. И мы начинаем как раз с апреля, в июне в школьных лагерях смотрим, какие картины. А уже в октябре, в день рождения Мустаи Карима, мы приглашаем сюда частенько Альфию Мустаевну, когда она бывает свободно, приходит, и награждаем представитель жюри, заслуженный художник Татарстана и Башкортостана Вакиль Гилемович Шайхетдинов. И вот скоро его вот 70-летие будет. Мы надеемся, что мы это будем чествовать Вакиль Гилемовича. Это вот для детей очень важно. Сегодняшний вот реалии требует и в режиме онлайн, и в режиме офлайн эти конкурсы можно проводить. И кроме того, вы еще ведь добавили мастер-классы по сценическому мастерству. Вот абсолютно. Подробнее, пожалуйста. Очень. Я уже подошла к концу, знаете, и учителя, и ученики, родители восторгом. Артисты театра НУР, это же у них был выходной, пришли, показывали, как надо ставить спектакли. Вот ты будешь как шурале, ты будешь как огурец, как бочка. Я сама сидела, хохотала, мне с собой даже хотелось зайти и вот так немножко побыть бочкой или шурале. Для детей это так важно, что вот великие, известные артисты детьми играют. Это же для культуры, для обогащения интеллекта детей. И, конечно, родители понимают, что учителя мы поддерживаем, как они воспитывают в своих детях любовь к языкам, поэзии, к великому поэту, великому сыну татарского народа, которого чтит весь мир. Это тюркоязычный мир читает Тукая, читает одним из своих сынов. Нужна ли какая-то поддержка для проведения 10-го юбилейного конкурса?
Надеемся, да, мы подаем на грант главы республики, но мы, конечно, будем подавать и туда, и сюда, но очень хотим победить, потому что это нужно будем рекламировать. Мы бы хотели, чтобы вот так флешмоб провести к десятилетию, чтобы все школы, они могут уже сейчас есть возможность цифровая, возможность такой у нас цифровых технологий, и все школы показывают флешмоб. Мы вот у нас 49 наших районах местные, и школы вот встанут, и в день рождения вот мы его, наверное, включим в Театре НУР. Я не режиссер, свое мнение когда говорю, они понимают артиста. Вот мне бы вот так хотелось, потому что вот мы читали юбилей Мустай Карима, флешмоб, юбилей Тукая. Это очень красиво, когда на разных языках читают все разные, может быть, не только дети, и родители, и известные в районе люди. Это же неплохо. На башкирском почитают, так красиво, на татарском, на чувашском, мари, мордова, удмурт. У нас же много столетий, столько 100 национальностей. Это что свой язык показываешь, и тукай знаешь. Так что мы это будем говорить. Но у нас в этом году еще один юбилей мы пропустили, я вот хочу сказать, 15 декабря 2020 года одной из любимых певиц нашего народа, Фариде Кудашевой, 100 лет исполнилось. Но пандемия нам не позволила так провести. Есть указ главы республики Ради Фачхабирова о проведении этого юбилея. И мы уже Министерством культуры готовимся. Вот, наконец, 15 мая в ГКЗ Башкортостан будет юбилейный концерт. Приглашаем всех, кто любит нашу певицу, и будет музыка Бахты Гайсинова, и участвуют известные наши артисты, певцы, будут и исполнители из Татарстана. Поэтому это будет такое хорошее событие, вот эта поддержка вот наших проектов. Мы благодарим главу республики, администрацию главы, правительство, Министерство культуры и образования, Дом дружбы, все наши районы, где нас поддерживают за поддержку наших проектов. И у нас проект «Икиакыш» как раз посвящен Фариде Кудашевой и Бахте Гайсину. Мы ежегодно проводим уже, тоже вот скоро будет юбилей. И в Аургазах исполнители в ноябре играют, как Бахте Гайсин. А в Кляшево сейчас там такой дворец к столетию было, Мустай Карима открыли в 2019 году. И уже мы в Кляшево, в этом дворце, исполнители поют песни из репертуара Кудашевой, тоже на разных языках. А в декабре, ближе к дню рождения, филармонии финал. И у нас главный режиссер, наш главный, так скажем, кто ведет, это народный артист двух республик Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов и Роберт Тимирбаев. Они так наши основные ведущие вот этого нашего конкурса. Я только лишь добавлю, пропустить нельзя. Нельзя. Поэтому, верно, надеюсь, прислушиваются к вашим приглашениям. Спасибо вам большое. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была депутат Государственного собрания Башкортостана и председатель Совета национально-культурной автономии Татар Республики Римма Утяшева. И мы говорили об особенностях татарской культуры и о том, что сейчас происходит. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.